Тяжело его держать? Тяжело, очень даже тяжело. Еще бы, этот писец весит 15 килограммов, хотя ему всего полгода. Чтобы мех был красивым, пушистым, им положено обильное питание. Каша, рыба, мясо, творог, сметана, все есть. Именно этот писец стал образцовой породой и заслужил награду на выставке «Золотая осень» в Москве. В хозяйстве таких белых лисиц 360 голов. По соседству с ними живут и черные. Сейчас у меня в руках серебристо-черная лисица. Ее мех считается 100% серебром. Ей уже 8 месяцев и весит она 8 килограмм. Держать ее не так-то уж и легко, зато она очень мягкая. Но больше всего здесь норок. Почти 20 тысяч всех прививают, берут на анализ кровь. Только так, говорят, можно получить сырье высокого качества. Процедуру отбора проходит и готовый мех. Его сортируют по цвету и категории. Под этим лампочкой сортируем. Потом идет на размер. Вот этот как раз размер уже ячейки лежат. А потом уже подбираем бунты по 20 штук. По одной, как будто на одну тонну. Чтобы было это все красиво, чтобы это, когда будем реализовать, чтобы было вид. Спросом мамадышские меха пользуются по всей России, особенно в Уфе, Пятигорске, Новосибирске. Однако последние 5 лет отрасль претерпевает тяжелые времена. Цены упали на 30–40%. Дело не только в моде, но и в ситуации на рынке. Трудности в основном идет у нас только из-за отсутствия спроса на этот мех. Ну, тут, наверное, мировой кризис у нас по меху идет. Тут Китай очень много производит нашей дешевой продукции. Из-за этого немножко страдаем. Здесь надеются, что эти трудности лишь временные. А пока на производстве трудится 80 рабочих. Активно Берсутский поддерживает государство. Сейчас агрофирма является одной из крупнейших в республике. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Мамадышский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.